Мы же, будучи Кремлем, так долго и больно получали тумаки от жизни, ну, если так обобщенно говорить, да, и в лице власти, и в лице отношения к себе. Вы это прекрасно знаете, когда мы возвращались в Крым, нас по большому счету никто не ждал. Мгм. Вопрос толерантности, он ведь не просто, ну, такая некая теория о том, что, ну, в принципе, бы неплохо уважительно относиться к друг другу, да. Это ведь все, это ведь жизнь человеческая, это твои каждодневные встречи, твое ощущение от того, как на тебя смотрят, тебе в спину смотрят, как к тебе относятся, как с тобой разговаривают. Чувствуешь ли ты пренебрежительные к себе отношения и задаешь себе вопросом, почему? Ну, Мгм. почему? Потому что я говорю на другом языке, потому что я по-другому завариваю кофе, потому что я по-другому называю Всевышнего, который един. Почему? Почему человек, который рождается, в принципе, одинаково, ну, да, везде, в любой стране, на любом континенте, почему человек, в принципе, по всему миру, каждому человеку важно, чтобы его дети были живы, здоровы, получали хорошее образование. Каждому человеку важно, чтобы его родители жили в достойной старости. Каждому человеку по всему миру важно ощущать себя в безопасности, а не в постоянном страхе. И вот постоянный страх стал одним из, ну, наверное, мотивов, почему я начал снимать это кино. Потому что, к сожалению, убежден в том, что я не беру даже советское время, там, ну, как бы понятно априори. Времена независимой Украины, там, 23 года, специально, не специально, но ничего не делалось для того, чтобы самым мощным инструментарием, который есть, а именно культуры во Мгм. всех проявлениях, да, не было попытки сшивать страну. Нас Да-да-да. таких разных, ну, больше 100 национальностей живет на территории Украины. Так ведь это прекрасно. Это Мгм. ведь прекрасно. Но постоянно существовала теза о том, что Донбасс там, это сплошные маргиналы, в Крыму живут какие-то непонятные, вечно чем-то недовольные крымские татары, которые хотят отпилить Крым и уплыть там, к Турции. На западе нашей страны живут там ну, какие-то непонятные мифические бендеровцы или бандеровцы, и они даже сами не могли определиться, кто же там живет. На севере страны живут пророссийские, только на русском языке разговаривающие люди. И в этом постоянно, перманентно присутствующем страхе у человека нет времени задуматься о том, что получает ли он достойную зарплату, хорошие ли дороги, достойное ли образование, хорошая ли медицина. Когда он живет, ну, страх одна из самых мощных же эмоций у людей. А в этом мутном потоке страха люди, которые находятся при власти, а соответственно при деньгах, им очень удобно делать гешефт, потому что люди заняты другим.